Кадастр объектов недвижимости – это то, без чего не может обойтись ни одна страна. Проект по его созданию стартовал в 2012 году на средства российской финансовой помощи и завершен только сейчас. Начали с геодезии картографии, практически с нуля, поскольку данные советских времен либо были утрачены, либо потеряли свою актуальность. В Абхазии не существовало единой базы данных об объектах недвижимости. Информация хранилась в том числе в районных БТИ, в местных администрациях. Сделать онлайн-запрос было просто невозможно, не было единого ресурса. Определить подлинность документов тоже было проблематично. Кадастр недвижимости снимает эти и многие другие вопросы. В кадастровой палате нам показали и рассказали о том, какая проделана работа по созданию реестра недвижимости. Основной операционный зал. Здесь у нас будут располагаться три основных отдела. Это отдел кадастровых работ. Вот у нас специалисты по этому отделу набраны уже. И они работают, они занимаются наполнением базы ранее учтенных объектов недвижимости. Соответствующий полигон уже сформирован с помощью искусственного интеллекта. Он создал полигоны на всю страну, там больше 200 тысяч объектов сформированы. Они сейчас находят соответствующие адресную информацию, по нему находят дело БТИ, архитектура или приватизации и переписывают всю эту информацию из бумажного носителя в электронный, чтобы можно было использовать поисковики, плюс привязывают это все соответствующий отсканированный документ из файлового нашего хранилища к данному объекту, чтобы мы могли сразу же его находить, скачивать и, соответственно, сравнивать и дальше с ними работать. Они занимаются сейчас изучением всех этих документов и внедрением. На данный момент уже обработано 24 тысячи объектов. Осталось еще, конечно, очень много, но мы, я думаю, в течение нескольких лет все-таки успеем все это сделать. Дальше у нас на данном этаже должны располагаться отдел учета и регистрации прав, госрегистраторы. Их найм у нас будет происходить только после принятия закона о кадастре недвижимости. Он сейчас находится только на стадии рассмотрения в профильных ведомствах. И сотрудники в этот отдел могут приниматься только в соответствии с решением комиссии. Комиссия будет создаваться решением по постановлению Кабинета министров. Будет специальный экзамен проходить, и поэтому к ним очень большое требование, и это очень ответственная работа будет. Будем искать лучших из лучших, кого сможем найти в области юриспруденции. Да, это должны быть профильные юристы, желательно, если они юристы в земельном праве и по недвижимости. Будет замечательно. Какое количество сейчас работает сотрудников? И какое количество вам необходимо вообще для В данный момент у нас работает 20-22 человека штатных сотрудников. Это и отдел создания кадастра недвижимости, на данный момент называется он так. Дальше это директор, заместитель, бухгалтер, там, главный бухгалтер. Есть у нас начальник отдела, он специалист в области IT. Потом он будет возглавлять свой отдел АИС, так называемый. У него будет одна из самых сложных задач. Это самый тяжело наполняемый отдел будет, так как у нас в стране очень большой дефицит IT-специалистов, особенно сетевых IT-специалистов, так как это очень узкопрофильная и очень востребованная профессия в стране, можно сказать. Отдел госрегистраторов будет составлять из 7 человек на данном этаже, плюс будет еще отдел кадастровой оценки. Все они будут здесь находиться? Да, они все будут здесь находиться. На момент полноценного запуска работы и проведения начала работы основных у нас штат будет составлять 55-56 человек. Как будет налаживаться контакт с населением? В каждом районе, в административном центре у нас будет находиться свое отделение, там будут сидеть 2 человека, они будут заниматься приемом документов. Все эти документы и все эти заявления они должны перепроверить. После перепроверки через внутреннюю систему они должны его направить в этот офис, в наше центральное отделение. Здесь происходит вся основная работа, связанная с приемом и обработкой данных, и далее возвращается обратно в районное отделение и передается населению. Оно может передаваться в виде
распечатанного документа с электронной подписью, либо будет направляться по желанию, заявитель может направляться сюда, чтобы получить документ с печатью и подписью вживую, конечно же. Такой вариант тоже можно предусмотреть, так как это не должно быть исключением. И, конечно же, там же будет происходить регистрация граждан. Чтобы создать полноценную картографическую основу и геодезическую сеть, республику пришлось обойти пешком вдоль и поперек. Как результат, создан ортофотоплан на всю застроенную часть территории республики и действует спутниковая геодезическая сеть, дающая возможность за считанные минуты получить точные координаты на местности. А руководил масштабным проектом Давид Иродян, возглавлявший на тот период Министерство экономики. Так что такое кадастр и почему о нем так часто упоминается в публичном пространстве? Кадастр – это систематизированный свод сведений об объектах недвижимости. Самых разных сведений, начиная от их местоположения, то есть координаты границ земельного участка, координаты здания, его расположение на земельном участке, количественные характеристики, качественные в случае, если это будет сделано для почв, оценка соответствующая, оценочные характеристики в экономическом плане, то есть кадастровая оценка, и правовые характеристики, сведения о правообладателе, о собственнике, о землевладельце, об арендаторе, очень много разных есть прав на объекты недвижимости. Соответственно, все эти сведения в кадастре, они внесены, и плюс все это сопоставлено с сопутствующими сведениями, то есть градостроительной информацией, с какими-то зонами публичных ограничений, для примера, да, санитарно-защитные, там, полосы отвода дорог, железных дорог, лесоохранные, вот все что угодно, все это должно быть сосредоточено где-то в одном месте. Обычно все это собиралось вокруг, так исторически сложилось при эволюционировании систем кадастра. Это не только у нас, мы всего лишь взяли опыт, тот, который уже был наработан в зарубежных странах, но поскольку кадастр — это такая самая динамично развивающаяся сфера как раз в разрезе геодезии и картографии, обычно на основе данных кадастра недвижимости собирается вся информация остальная, градостроительная, все разрешения на строительство, результаты изысканий. И мы по этому же пути пошли, то есть сделали не только об объектах недвижимости, но и, в общем, попытались собрать всю картографическую информацию, чтобы это было в одном месте. По сути, это инвентаризация того, что есть в Абхазии в плане недвижимости и земельных участков, которые к этим недвижимостям прилагаются, так сказать. Дальше у нас параллельно провелась работа с адресной информацией по всей стране. Теперь мы знаем, где что находится, хотя бы, потому как без этой инвентаризации, я вам скажу, точность имевшейся ранее информации составляла не более 40%. Первые несколько месяцев нам очень тяжело было сориентироваться по бумагам БТИ даже, так как в них описание происходило по старой схеме, по советским картам, чертежам, по советским же методикам были нарисованы те же самые объекты недвижимости в этих технических паспортах, и нам тяжело было их найти просто физически. Создана и наполняется автоматизированная информационная система кадастра объектов недвижимости. Это уже третий этап. Система работает на базе специально разработанного программного обеспечения «Циклон». Адреса 70 тысяч объектов недвижимости, их площадь, границы участков уже уточнены и систематизированы. Каждому объекту присваивается кадастровый номер. При сборе данных возникали сложности. Есть еще, конечно, адресные объекты, но у большинства населенных пунктов вообще отсутствует адресная схема, структура, то есть это сельские населенные пункты, такие как там село Кутол, не знаю, Чулоу, мои родные села, которые... Этот вопрос тоже, кстати, остро стал у нас и вызывал много сложностей, так как надо фиксировать эти объекты недвижимости, и мы находили технические решения для этого. Ну, сейчас законодательно этот вопрос тоже был практически решен.
Дальше были отсканированы все имевшиеся на тот момент, на конец 2022 года, документы УБТИ, приватизации, архитектуры. Это больше 100 тысяч объектов, документов. Многие из документов находились в очень ветхом состоянии, то есть они очень интенсивно использовались этими ведомствами, и это заметно, что большая работа с ними проводится. Некоторые документы являются совершенно новыми, так как они были восстановленными той же чеченской администрацией с нуля. Там, послевоенные, они с нуля все это создавали, восстанавливали и провели огромную работу. Мы очень благодарны им за это, потому как восстановить своими силами это было бы очень тяжело. Также по всей стране, по каждому ведомству мы прошлись в кооперации с ними, собрали все картографические материалы, которые мы смогли только найти. Это и план схемы БТИ, и лесхозовские карты, и военно-топографические карты, и чертежи, планы, и все, что у нас было. Набиралось, как неудивительно, учитывая, какое количество материалов было потеряно во время войны и после войны, не меньше, кстати, тоже было потеряно, до нескольких тысяч карт, схем, чертежей, планов, даже высокоточные план-схемы населенных пунктов масштаба 1 к 500 в управлении по землепользованию и кадастру нашлись они, отсканированные, кстати, уже даже часть из них была. Мы их, конечно, должны были перенести в свою систему, дать им систему, определить им систему координат, привязать им все это сделать. Тоже заняло очень много времени, ресурсов, и были задействованы лучшие специалисты, которых мы смогли найти в Абхазии. Несколько месяцев ушло на тестирование информационной системы. Специалисты проверяли, как она функционирует. С августа прошлого года проводился тестовый запуск по декабрь 2022 года, соответственно. В этот период мы опробовали саму систему, то есть мы внедрили в нее весь собранный материал, настроили ее в соответствии с законодательными нормами, которые разрабатываются параллельно с созданием программы обеспечения, и посмотрели, как она функционирует на 1000 объектов недвижимости. То есть проводилась съемка, полевая работа специалистов. Эта съемка далее внедрялась в систему. На основе нее создавали специальные так называемые полигоны, то есть объекты недвижимости на публичной кадастровой карте. К этим полигонам привязывалась соответствующая информация, создавался банк заявлений, так сказать, то есть обращавшийся человек условно писал заявление письменное, это заявление принималось, оно сканировалось, внедрялось в систему, система выдавала соответствующий реестровый номер, и так далее. Мы пропускали весь процесс от начала до конца. В разные периоды к работе над кадастром привлекались специалисты из разных областей. Геодезическую сеть создавали с участием российских специалистов. А к оцифровке и систематизации всех разрозненных архивных сведений, в том числе карт, подключились сотни людей из различных ведомств. Операторы-сканировщики, сотрудники БТИ, главы населенных пунктов. Вы очень легко рассказываете, но на самом деле это титанический труд. Вообще, да, вот это все систематизировать. Какие специалисты были привлечены к этой работе? Вообще, какое количество людей работало? Как это все? Ну, это же все сложно, учитывая, что вы с нуля начинали. С нуля на самом деле это проще делать, когда нет какого-то наследия, консерватизма, и во многом проще. И какого-то ведомственного сопротивления, тогда проще все собрать, оцифровать, сопоставить, проще, чем объединять множество, допустим, систем координат, сопоставлять местонахождение объектов в разных системах координат, проще все сделать. Ну, тем более, что у нас республика небольшая, проще было в какой-то мере это сделать с нуля, но в той мере, что не было информации об объектах недвижимости систематизирована, она была распределена по массе различных фондодержателей, держателей архивов, сведения. Это в каждой администрации каждого района, в администрации города Сухум, это несколько подразделений, которые занимались, и очень часто сведения не сопоставлены между собой. В этом плане была, конечно, сложность, но сделать все на основе современных методов, да, было проще, потому что не было ничего сделано. То есть тут, так скажем, есть два аспекта этой проблемы, того, чтобы делать с нуля. Но нет ничего
сверхсложного технически в том, чтобы создать кадастр. Сложности были скорее, вот, скажем, бюрократического характера, из-за которых кадастр завершен только сейчас. Если бы все шло нормально, если бы финансирование по массе разных причин не прерывалось, это было бы уже сделано много лет тому назад, потому что задержки никак не связаны с тем, что некому было делать или что это очень-очень долго делать. Нет, на самом деле в масштабах республики все это возможно охватить было за несколько лет, сразу сделать. Но, к сожалению, вот имеем то, что имеем. По массе причин получается, что это растянулось на 10 лет. Квалифицированные российские специалисты в сфере геодезии привлекались на этапе создания государственной геодезической сети. Это довольно масштабная работа, это надо было ногами пройти вдоль и поперек всю республику. Вот буквально ногами, с приборами, с нивелирами, со спутниковыми роверами. Масса людей занималась уравниванием потом этого всего специалистов, которых не так много даже в России на самом деле осталось. Картографическая основа тоже была большая работа произведена. Масса людей, очень квалифицированных специалистов, занималась разработкой проектов нормативных актов, которые нужны, чтобы обеспечивать работу кадастра в дальнейшем. И, естественно, очень большая работа была с привлечением большого количества людей, это десятки человек, сотни, наверное, если всех посчитать, к систематизации вот всех сведений, к оцифровке всех сведений, которые есть у нас в архивах, к тому, чтобы буквально всю страну охватить обследованиями, фактически каждый объект недвижимости, до каждого объекта недвижимости добраться, узнать точно его адрес, не просто спросив у кого-то, проверив, сопоставив массу документов, все эти документы между собой сопоставляя и изучая, потом не только сканируя их, но и оцифровывая, то есть внося все данные в соответствующие в цифровые таблицы. Это большая работа, которая проводилась вот в течение последних 2 лет. Их было до 80 где-то разных специалистов. Это сканировщики. Некоторые люди не справлялись вначале, так как большой объем работы нужно было проводить ежедневно с 5, то есть с 9 до 6 вечера. Многие сканированные документы были там по 300, по 400 страниц, это в Сухуме, Сухумском районе. Так дальше. Эта работа тут велась? Нет, они проводились в разных местах, то есть при администрациях в основном. То есть, например, сканирование проводилось в зданиях БТИ. Мы не могли документы с собой выносить и забирать их. То есть, и мы проводили сканирование непосредственно там, этих документов. Та же работа с адресными точками частично проводилась в полевых условиях, то есть какую-то информацию мы получали на основе решений администрации населенных пунктов, районных, материалы БТИ, те же самые мы использовали как ориентир для адресной информации. Но все-таки мы решили и были правы в том, что необходимо было проехать всю страну и каждый дом посетить и узнать, какой у них адрес, чтобы максимально совместить информацию, которую мы получили. То есть вы реально в каждый дом зашли? Да, в каждый дом. Каждый дом, который мы смогли посетить. То есть где-то отсутствовали люди, где-то вообще нет жильцов. То есть получается... Но все равно вы вносили данные? Да, да. Вся работа проводилась совместно с главами населенных пунктов или их помощниками, поэтому мы посещали либо каждый дом, который был жилой, так сказать, либо каждый дом, в котором могли бы попасть хотя бы. Там, если даже не жилой, иногда таблички висели, на которых был хотя бы старый адрес, который был хорошим ориентиром для нас. То есть мы могли использовать карты, схемы, чертежи, которые мы получили за это время, и сравнить бывший адрес и по документам найти новый адрес. А много несовпадений было? Безумное количество, потому как очень часто менялись названия улиц, номера домов. В некоторых случаях по чертежам очень тяжело было найти этот дом сейчас. То есть иногда сносились 2 дома, строился 1 дом, и нумерация, так сказать, обрывалась, и приходилось ориентироваться на скудный материал, который имелся. Многие планы, чертежи, они были еще довоенные, а послевоенные обновлений не происходило.
другом помещении кадастровой палаты расположились полевые инженеры. Вооружившись современными геодезическими приборами, они выезжают на местность, где определяют границы участка, а затем обрабатывают весь первичный материал. Зал у нас, как и наверху, на 4-м этаже, оснащен всеми возможностями и интернет. То есть у каждого есть свой компьютер, ноутбук для полевых выездов. Здесь у нас есть специальное для создания, распечатывания и сканирования карт, плоттер, так называемый, и широкоформатный сканер. Очень востребованная вещь, кстати, в стране. Очень их мало, есть, наверное, всего несколько, и к нам постоянно обращаются. Очень много практикуем работы с ним. Очень капризная штука, если честно. Требует большого внимания и ухода. На этом же этаже под охраной сердце кадастровой палаты – сервер, где хранится вся собранная и обработанная информация. Здесь у нас находится ядро, да, центральная часть организации. Это спасительные аккумуляторы. В данном случае они немножко выполнили свой долг и ждут замены. А это у нас сервера. Здесь их около 20, плюс у нас есть дополнительно еще Министерство культуры. В будущем, когда наша система запустится в полной мере, мы просто интегрируем их в систему к нашу и расширим наши возможности. Здесь у нас система защиты Cisco. Это у нас дополнительная система хранения данных. Кто-то скажет, немножко устаревшая технология, но, как сказать, устаревшая не значит плохая. Для создания резервных копий мы будем использовать кассеты, бобины так называемые. Каждая такая кассета может хранить в себе до 3 терабайт данных. И на нее будем делать резервную копию данных каждый месяц. То есть, да, у нас будет храниться двухлетний объем данных, которые мы создавали. То есть каждый месяц мы создаем копию, мы ее храним, пока не закончится весь цикл кассет. На серверах делается автоматическое дублирование всей системы, то есть одновременно создается, как это сказать, два сервера одновременно работают, 2 жестких диска дублируют друг друга. В случае отказа одного из жестких дисков подключается и работает второй. Еженедельно мы проводим автовыгрузку всей информации на всех серверах на специальный отдельный сервер, на котором хранится вся информация. И раз в месяц, конечно, мы переписываем все это на бобины. Это самое технически ответственное помещение, так можно сказать. Здесь находится вся информация, ядро всей системы. Естественно, она под защитой, под охраной, да. Противопожарные баллоны здесь есть специальные, которые в случае возникновения опасности, конечно, взорвутся, создастся избыточное давление инертным газом. Да, и под охраной, вневедомственная охрана здесь. Тут определенная температура. Да, эти кондиционеры, климат-контроль, они постоянно на 16 градусах работают. Зимой и летом не имеет значения. Качественные кадастровые работы невозможно провести без дорогостоящего оборудования. Тахиометры, GPS-приемник, 3D-сканеры, также под надежной охраной, в сейфах. Нам продемонстрировали, как работают кадастровые инженеры на местности. Они сейчас разворачивают подготовку для съемки, будут проводить для съемки. В данном случае в первую очередь нужно развернуть ровер, так называемый. Это GPS-приемник, GPS-ГЛОНАСС-приемник. Его задача определить их точное местоположение. Он связывается в первую очередь со спутниковой сетью, это со спутниками, ну, как обычный GPS-приемник или ГЛОНАССовский приемник, не имеет значения. Но он берет специальные поправки с наших базовых станций в Сухуми. Они располагаются в 6 точках у нас. Эти базовые станции, эти поправки позволяют быстро уточнить свое местоположение и повысить точность от нескольких сантиметров, максимум до 20 сантиметров погрешности будет дальше. Без этих базовых станций данному устройству нужно где-то от часа до 1,5 часов, чтобы вот так в статичном состоянии, чтобы встать,
и чтобы точно определить свое местоположение. Далее они вместо ровера устанавливают очень точно данный тахеометр. Это тахеометр? Да, прямо строго в местоположении ровера, чтобы его координата уже соответствовала тому месту, которое определил ровер. Для того, чтобы они могли съемку вести, им нужно определить 3 точки. Кадастр – это прозрачная и безопасная для тех же инвесторов система учета недвижимости. В информационной системе исключаются манипуляции с объектом недвижимости. Понятно, что кадастр не решает всех проблем, но это и вопрос и прозрачности, это вопрос надежности, защищенности прав, когда не в бумажном томе хранятся мои документы на объект недвижимости, на ту же самую квартиру. То есть это не всегда имеет отношение к инвестициям, это имеет отношение к правам простых людей. Когда мои документы могут куда-то пропасть, когда какой угодно подлог может быть совершен с этими документами. И другое дело, когда все это находится в цифровом виде, в базе данных, которую нельзя бесследно просто изменить по чему-то желанию. То есть это защита прав собственников, владельцев, арендаторов, кого угодно. Вся необходимая информация будет размещена на официальном сайте Кадастровой палаты, где, к примеру, можно будет заполнить заявление или узнать, как поставить объект недвижимости на учет. Пока идет наполнение сайта. Это пока черновик. Здесь все в тестовом режиме, все устроено. Публичная кадастровая карта, специальная иконка, будет дальше геопортал, специальная иконка, то есть новостейная лента, статистика посещений и обращений, специальные ссылки для сайтов заинтересованных ведомств. Дальше здесь будут наши контакты, новости соответствующие о системе самой, цели разработки АСКН. Тут есть лицензионные соглашения. Это, например, по работе, там, получения лицензии, лицензируемых видов деятельности, там, деятельность самой организации, там, сервисы и услуги будут расписаны по разделам. Есть еще соответствующие реестры, которые можно будет просматривать. Публичная кадастровая карта с изображением площади, точного адреса, формы собственности будет выглядеть примерно таким образом. Это карта служебная для ведения адресного реестра. В данном случае мы можем видеть зеленые и синие точки, иногда красные. Это адресная информация. Зеленый означает, что адрес был проверен и подтвержден. Синий означает о том, что адрес был введен по разным способам, разными источниками. Это и информация от самих жильцов, и табличные данные, но не было подтверждено с помощью техпаспортов БТИ, которые являются источником информации, либо на основании решений администрации. В данном случае мы можем видеть не только адресную информацию, но здесь объекты недвижимости присутствуют, не в редактируемом виде, но они показывают здания, которые имеются, и позволяют сориентироваться в пространстве. Некоторые объекты, которые здесь представлены в виде полигонов, они имеют большую информативность, чем ортофотоснимки. Ортофотоснимки у нас 2014 года, а полигоны мы корректировали на основе и спутниковых съемок, и ортофотоснимков, и да, вот таких вот. Получается, что какая-то информация на ортофотоснимках устарела уже за прошедшие 9 лет, получается уже. Да. И для того, чтобы скорректировать эту информацию, мы используем гугловские снимки, Esri снимки и Bing Map еще есть такой. Но данные по ним уже устарели, они были 2021 года. Большое количество объектов недвижимости в республике находится в руках неформальных собственников, в так называемом статусе «занято». Давид Иродян говорит, кадастр – это инструмент, который не решит эту проблему. Для ее исключения требуется политическое решение. Кадастр же вводит эти объекты в оборот, а государство получает дополнительные налоги. Если бы можно было такую укоренившуюся десятилетиями, да, проблему решить с помощью какого-то инструмента технического, которым является кадастр, было бы, наверное, очень легко. Но, как я уже оговорился, кадастр не решает всех проблем. Вот эту проблему сам по себе он не может решить. Он дает
людям, которые управляют страной, инструменты для того, чтобы найти одно из нескольких решений, которые могут быть у этой проблемы. Это решения, конечно, политические и правовые. А кадастр всего лишь дает информацию для него, он дает инструменты для того, чтобы эти решения принять. Но все равно у инвестора будет понимание того, что он, допустим, планирует купить, да, то, что ему продают. Если юридический титул соответствует фактическому положению дел, конечно, да. Если это не совсем так, то информации не будет. Естественно, уровень прозрачности этим повышается, но, опять же, повторяюсь, укоренившиеся десятилетиями проблемы техническим инструментом нельзя решить. Их нужно решать правовыми политическими решениями. Снятие запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам часто увязывают с введением кадастра, но кадастр создавался независимо от принятия решения о продаже недвижимости. В первую очередь он защищает права людей, которые уже обладают недвижимостью. Очень сложно связать одно с другим. Все дело в том, что вопрос продажи кому-либо чего-либо связан не с инструментом, коим является кадастр недвижимости, организация, а именно законодательными актами и нормами. Пока закон не скажет, что можно продавать, никто его не будет продавать, какое бы ведомство ни было создано или какие бы технические решения не были применены для этого. В данном случае ведомство является не более чем инструментом государства для работы и инвентаризации собственного объектов недвижимости. Очень часто это воспринимается так, что его создавали для того, чтобы начать продавать. Ни в коем случае, наоборот, в этом решении было написано, наверное, правильно это было написано, что пока мы не имеем сведений обо всем жилищном фонде, который есть у нас в распоряжении, принимать такие решения неправильно. Это в том числе, о чем я говорю, когда правовые решения принимаются на основе инструментов, которые дает кадастр. Кадастр – это технический инструмент. В этой связи парламентом было принято как раз такое решение о том, чтобы рассматривать этот вопрос, возможно, после того, как мы получим все сведения об объектах недвижимости жилых, которые у нас есть на территории. Таким образом это связано. То есть это вопрос, который был потом привязан к созданию кадастра. Ни в коем случае кадастр ради этого не создавался. Он нужен стране, совершенно стране и ее гражданам для самых разных целей, первая из которых является, конечно, защита прав собственников и других владельцев объектов недвижимости. Ну вот этот вопрос сейчас связывают и с апарт-отелями, да, нашумевшая тема да, такая. Ну это вообще новая тема, она тоже с этим никак не связана. Тут же, понимаете, речь идет не об этом, а о том, чтобы, если мы принимаем какие-то решения, которые могут серьезно повлиять на экономическую, политическую, какой-либо другой социальный аспект жизни в стране, для того, чтобы принимать эти решения, нужно иметь управленческие инструменты, нужно иметь информацию. И кадастр как раз позволяет иметь всю информацию для принятия разных решений, которые так или иначе относятся к застройке, к строительству, так или иначе связаны с недвижимостью. Кадастр – это, условно говоря, многослойная карта, которая в одном месте, на которой собрана информация градостроительная информация, о зонировании градостроительном, которое у нас, к сожалению, пока не сделано, но это все тоже будет, о разрешениях на строительство, о том, что было в итоге построено, о том, кому это принадлежит, когда и как. Здесь, имея всю эту информацию, можно проследить полную историю любого земельного участка, зоны, в которой расположен этот земельный участок, и уже принимать решение, можем ли мы здесь строить, или все-таки мы эту зону зарезервируем на 20 лет для того, чтобы потом там построить какие-то крупные курортные или промышленные объекты. Я, к примеру, говорю. Естественно, для того, чтобы принимать такие глобальные решения, нам нужен был кадастр. После того, как система кадастра заработает в полную силу, в Абхазии будет понимание, чего и сколько у нас есть. Без этого сложно развиваться и двигаться вперед.